Добрый день, уважаемые радиослушатели, телезрители. Сегодня у нас очередная передача о трезвости, о курсах по методу Шишко. Дело в том, что многие нам говорят о том, что про трезвость мы вроде знаем, постоянно повторять одни и те же идеи, одни и те же домыслы. Но я хочу сказать, что не зря, наверное, народная мудрость говорит о том, что повторение мать учения. И сегодня между обычными уроками трезвости мы сегодня должны поговорить о реальной ситуации с алкоголем, табаком и другими наркотиками в нашей стране. Дело в том, что в нашей стране объявлена война, и она идет как горячая война, так и гибридная война. Основной смысл гибридной войны берет свое начало уже в 1945 году. Тогда руководитель Центрального разведывательного управления Ален Даллес написал о том, что русских невозможно победить в горячей войне, и их можно победить только разложением изнутри. Это табак, алкоголь, другие наркотики и другие низменные ценности. И он тогда еще говорил о том, что тех, кто это будет подозревать, мы сделаем отбросами общества, мы отключим их от работы с обществом и так далее. Поэтому мы, общество «Трезвая Россия», «Трезвая Якутия», наша обязанность, гражданский долг – это говорить правду об алкоголе. Мы понимаем, что многие руководители, многие работники здравоохранения не имеют морального права говорить о трезвости, потому что сами иногда употребляют, сами курят, сами применяют эти наркотические вещества, поэтому это не дает права открыто, честно говорить лицо людям, да. Поэтому мы в конце декабря услышали расширенный доклад руководителя федерального проекта «Трезвая Россия» Султана Султановича Хамзаева. И я сделал из этого доклада вырезки. И сегодня хочу поделиться этими фактами, которые действительно мы должны все знать, понимать и быть в тылу. Мы сегодня должны понимать, чем крепче тыл, чем сильнее фронт. И специальная военная операция сегодня идет, и в это же время в гибридной войне погибают наши сограждане. Это недопустимо. Например, тогда же говорили о том, что алкоголь, табак и другие наркотики – это мина замедленного действия. Сегодня, если Султан Султанович в своем докладе упоминает о том, что льется огромное количество алкоголя, это 18 миллиардов литров алкоголя льется на население Российской Федерации. А в нашей республике я забегая вперед, хочу отметить о том, что Госкомстат выявил снижение по сравнению с прошлым годом уровень употребления алкоголя в нашей республике. Это очень отрадно, да, и здесь огромную роль играет наше население. Наши люди начинают понимать, что алкоголь действительно яд. И в этом смысле очень хорошо и четко говорил, я повторюсь опять-таки, Федор Григорьевич Глоб, который прошел блокаду Ленинграда, спасал тысячи людей, и в конце концов он говорил о том, что то, что он спасал на операционном столе, гораздо меньше того, что умирают люди от алкоголя. И в своем послании Айсен Сергеевич в этом году тоже отметил о том, что, оказывается, очень много людей умирают от внешних причин. То есть
люди, которые могли бы трудиться дальше, работать, приносить пользу своей республике, они погибают от каких-то внешних причин. А эти внешние причины в основном, конечно, связаны с употреблением алкоголя. Многие наивно думают о том, что вот был трезв и попал в ДТП, да. На самом деле научно доказано о том, что если человек сегодня употребил алкоголь, этот алкоголь будет существовать, действовать в организме еще 25 дней. А японцы говорят вообще 75 дней. И в этом смысле, сколько дорожно-транспортных происшествий, сколько пожаров, сколько преступностей. Да. Мы же Новый год посмотрели. Опять Новый год – это самое большое количество преступлений, тяжких преступлений на душу населения. Потому что Новый год всегда связан с шампанским. С шампанского все и начинается. Об этом Жданов Владимир Георгиевич четко сказал, что самый опасный алкоголь – это шампанское. Да, что с него и начинают все молодые, женщины, там, со слабого алкоголя все начинают. И вот эти, даже вот если вопросы демографии коснутся, то алкоголь очень сильно влияет на здоровье, рождаемость, количество детей и на их здоровье. Вот есть даже термин такой, да, праздные дети, да, которые рождаются после праздничных застолий. У них, оказывается, очень часто встречаются такие генные изменения, очень сильно влияет в худшую сторону алкоголь на здоровье этих детей. Кроме того, вот в Государственной Думе 2 года, если не ошибаюсь, 3 года назад создано было межфракционный комитет, который занимается вот именно вопросами ограничения. И Султан Хамзаев говорил о том, что сегодня вот в 2 чтениях прошло законопроект о снятии моратория на проверку объектов продажи алкоголя, табака. И этим самым он хочет сказать о том, что вот продажа алкоголя, оно приносит огромный вред населению. И когда мы всегда выступаем на больших собраниях, на больших форумах, я всегда привожу слова Владимира Владимировича Путина, что защита и здоровье наших граждан важнее, чем экономические интересы участников алкогольного рынка. Поэтому мы в республике не так много народу, все известно, кто продает, что продает. Поэтому мы должны беречь свое население, свой народ о том, чтобы чем меньше алкоголя продается на душу населения, то тем лучше. Вот я хотел бы обратить еще внимание на статистику. Статистику считается, вот, например, если в европейских странах, других странах мира считается с 15 лет, то в Российской Федерации считается с момента рождения. То есть новорожденный ребенок считается вот участником алкогольного, как говорится, рынка, и весь употребленный алкоголь делится и на этого ребенка тоже. Поэтому у нас вроде бы, да, Всемирная организация здравоохранения считает, что вот 6-7 литров это норма для того, чтобы население как бы сохранилось в стабильном состоянии, то здесь тоже вот это лукавствие, да, что на самом деле наши ученые, видные ученые, такие как Иван Петрович Павлов, Владимир Михайлович Бехтерев, Сеченов, да, известные в России ученые и на весь мир ученые, они говорили о том, что в своих съездах, Пироговский съезд ученых, врачей,
они посчитали, что допустимой нормы алкоголя вообще-то нет. И что касается северных территорий, в том числе Якутия, весь север, да, Арктика, значит, тогда алкоголь наносит очень большой вред. Поэтому, что касается нашей республики, то вот эта статистика, это вообще-то дает понять, что цифры-то очень, очень нехорошие. Дальше. Вот в последнее время, если Султан Султанович говорит о том, что употребление крепких алкогольных изделий несколько снизилось, то сейчас увеличилось употребление пива. А кто употребляет пиво в основном? Опять-таки, это молодежь, это женщины, это, потому что это слабоалкогольный. И он предлагает как раз лицензировать пиво. На данный момент пиво не лицензируется. Любой человек может регистрироваться и начинать продавать вот это вот пиво. На самом деле, если будет лицензироваться, это же акцизы, это же тоже хоть чуть-чуть, но доходы тоже в казну тоже это может быть и полезно. Также он говорит о том, что необходимо лицензировать все табачные изделия. Мы знаем, что продажа табака, вот, например, вроде бы с российскими именами, да, Петр I, там такие бренды, да, такие для табачных изделий, продажа и доходы от них в основном идут за границу. И тогда, вот как в своем выступлении очень четко и образно высказался Владимир Георгиевич Жданов, что у нас остается только окурки, да, везде, мусор все и больные люди. Вот это все у нас остается, а доходы все идут на Запад. А сегодня мы понимаем, что оттуда у нас как раз и идет угроза. Жители города, в том числе, тоже вот жалуются о том, что вот очень много алкоточек в городе Якутске. Вот. И в этом отношении как раз вот что делать с людьми, которые вот именно попали в сильную зависимость, то есть алкоголики. Вот как раз в своем выступлении Султан Султанович так и говорит о том, что вот от продажи алкоголя, да, должны вот как раз предусмотреть средства на лечение этих людей, на профилактику вот этой преступности, тяжкой преступности в основном связана с употреблением алкоголя. Вот в период новогодних праздников сколько мы видели сообщений о том, что там убийства, тут драки, там с летальным исходом и так далее. Везде мы видим, что в результате распития спиртных изделий. И он говорит о том, что продажа алкоголя очень сильно бьет по экономике того региона, где это дело осуществляется. Ну, например, 1 рубль, вырученный от продажи алкоголя, ударит экономике региона 10 рублями. То есть, если вот так, к примеру, если взять примерно вот город Якутск, если население города Якутска в год 6,5 миллиардов рублей тратит на приобретение алкоголя, то экономика города Якутска получает удар в размере 65 миллиардов рублей. Потом мы ругаемся, что у нас дороги не такие, что у нас грязно, что у нас и так далее, и так далее. Поэтому в этом отношении мы сегодня должны осознать о том, что с алкоголем нам не по пути. Алкоголь ничего хорошего, кроме обмана, вот сиюминутной эйфории на некоторое время,
ничего хорошего не дает. Только зло, только ухудшение здоровья, только вред. Об этом говорят вот, участники Пироговского съезда ученых-врачей. И сейчас медицина, Министерство здравоохранения, все это прекрасно понимают. Но в нашей республике, значит, 205 трезвых сел. Это хорошо или плохо, да? Ну, некоторые говорят, там все равно пьют, все равно перевозят, таксисты возят и так далее, и так далее. Но политика трезвости уже там есть. Значит, люди уже говорят о трезвости и стараются, что дети не видели вот это вместе с продуктами питания, что продается алкоголь как пищевой продукт. Это тоже один из больших плюсов, что алкоголя вместе с продуктами питания нет. Вот. И независимо от этого мы понимаем о том, что в статистике, когда человек, болеющий сердечно-сосудистыми заболеваниями, когда он умирает, его говорят, ну вот от болезни сердца человек умер. Но он мог бы еще и долгое время жить, если бы не спровоцировал вот употреблением алкоголя. Таких случаев очень много, и это в статистику тоже не попадает. Поэтому, когда говорят, сколько человек умирает от алкоголя, то там можно посмотреть вот таким процентом, да, что не все попадает. Поэтому, если мы говорим в год, ну, в разные годы была статистика, и где-то около 400-500 человек в год по причине употребления алкоголя. Ну, если включить сюда внешние факторы, да, напился и замерз, вот, от обморожения пишут, да, например. А тут причина-то на самом деле то, что человек опьянел, не смог справиться и замерз, например. Также и пожары. И, например, многие думают, что сегодня, когда появляется дело по наркотикам, там 60 литров наркотика поймали. А сколько же людей вот тогда было отравлено, было вот. Мы знаем о том, что один наркоман в год провоцирует тоже вот еще 5 других людей, которые ранее не принимали наркотики, их они соблазнят и приведут к себе. Вот как это любой другой наркотик так делает. И курящий, и употребляющий алкоголь вот имеет такую систему, что он не сам только употребляет, а еще соблазняет других, которые ранее не применяли. Так, дальше вот то, что законопроект будет принят, Султан Султанович с большой уверенностью сказал о том, что этот законопроект будет принят. То, что если торговые объекты нарушают закон, например, несовершеннолетним продают алкоголь, то тут без участия прокуратуры, без лишней волокиты правоохранительные органы могут в будущем, да, проводить такие проверки. Также, значит, надо говорить о том, что вот сейчас идет активная пропаганда через кино, через фильмы, через вообще кино очень много и рекламы делает против общества, против, вот, ну, допустим, главный герой с сигаретой, это уже реклама того, что курение это не так опасно, да. Вот это вот такие моменты. Угу.
Ну, мы продолжаем нашу передачу, и сегодня мы продолжаем говорить о выступлении, о подведении итогов года руководителя федерального проекта Султана Хамзаева. Здесь он говорил еще о том, что законодательно было передано полномочия по общепиту регионам. И более половины регионов приняли уже конкретные меры по ограничению, по регулированию продажи, по времени и месту продажи в общепитах алкогольных изделий в различных регионах нашей страны. И то, что касается федеральных проектов, различные направления были уже освоены, приняты, разработаны. Ну, например, федеральный проект «Демография», да, направлена на увеличение количества детей. Здесь мы видим, что тоже алкоголь несет огромный вред. То, что пьющие семьи, пьющие родители не будут иметь крепкую семью. Ну, например, 1985-87 год, когда были большие ограничения, так называемый Горбачевский сухой закон, в этот период в нашей стране родилось на 1,5 миллиона больше здоровых детей. И это показывает о том, что алкоголь очень серьезно влияет на демографию страны, региона и так далее. Ну, и хотелось бы и о мерах немножко, да, говорить, о том, что куда мы должны обратить свое внимание. Так называемый конвейер употребления алкоголя. Здесь алкогольный рынок направляет свое внимание на молодежь, на детей, чтобы вот сейчас прескуры — это, например, электронные сигареты, так называемые вейпы, жвачки, энергетики, которые у нас существуют. Это как раз изделия, которые сделаны для того, чтобы привлечь и адаптировать организм детей на употребление алкоголь содержащей продукции. На сегодняшний день во многих регионах уже принимаются и приняты законодательные ограничения по энергетикам, и это очень правильно. У нас сегодня нарушение законодательства о том, что алкоголь должен продаваться отдельно, алкоголь содержащая продукция должна продаваться отдельно от пищевых продуктов. Сегодня предприниматели, которые занимаются торговлей алкоголем, они ухитрились так, что стеклянные двери в тех же магазинах, вроде бы они как бы ограничены, но на самом деле все равно это магазин, который реализует пищевые продукции, она и реализует продукцию с содержанием алкоголя. Поэтому в таких моментах мы должны сегодня провести проверки, общественные проверки, которые могут выявить, в каких конкретно магазинах именно продается алкоголь, содержащий продукции. Дальше. На сегодняшний день на территории Российской Федерации около 2 миллионов алкоголиков. Что с ними делается? Значит,
употребления, по причине употребления алкоголя погибает в год 30% мужчин и 15% женщин умирает по причине употребления алкоголя. Это огромные цифры, которые надо вот. Конвейер надо показать. Вот алкогольный конвейер. Мы должны обратить внимание на детей, которые имеют с рождения трезвость. И Карл Георгиевич Башарин все время говорил о том, что не надо бороться с алкоголизмом, а надо сохранить, дать усилия на сохранение трезвости детей. И это очень справедливо. Мы сегодня предлагаем провести уроки трезвости в школах, образовательных учреждениях, чтобы дети сохраняли свою трезвость со самых ранних лет. Они должны понимать, что алкоголь — это самый настоящий яд, и для того, чтобы жить счастливой жизнью, сохранить свою семью, надо сохранить прежде всего эту трезвость. Так, вот на этом мы завершаем нашу передачу. Говорите, у нас брат эфира. Вот закон Карла Георгиевича Башарина — это трезвость, это ясное, четкое отражение головным мозгом окружающей действительности. Окружающей действительности, естественным и единственно разумное состояние живых существ человека. Нарушение этого закона ведет к вырождению и гибели живых существ, включая человека и человеческое сообщество. Поэтому вот недавно был ролик очень интересный, где пчелы тоже, если какая-то пчела случайно, если даже попробует опьяняющие растения, если он попадает в улей обратно, то его лапы отрывает и ложит его на самое видное место, чтобы другим было неповадно. И еще Султан Султанович Хамзаев в своем докладе упомянул о том, что быть патриотами — это как раз ограничить употребление алкоголя. Если мы будем придерживаться трезвого, здорового образа жизни, то эта наша страна становится сильнее. Например, вот есть идея о том, что длинные выходные новогодние, чем заниматься, как пропагандировать трезвый, здоровый образ жизни. Это, например, открыть фитнес-клубы на бесплатной основе. Тогда
население вот будет активно заниматься со своим здоровьем, посещать спортивные объекты. Ну, например, вот в эти тоже выходные, новогодние выходные, значительно увеличилось количество занимающихся в спортивном комплексе «Триумф», очень много занимающихся бегом, другими видами, посещает тренажерный зал, и это тоже дает очень хороший эффект. То же самое мы хотим сказать, что федеральный проект «За рулем» у нас в республике тоже этот проект осуществляется. Руководителем является Елена Ивановна Шудря. В результате вот этих проведения уроков трезвости количество тоже снижается пьяного вождения, особенно тех водителей, которые садятся за руль и попадают за пьяное вождение вторично. Вот. Поэтому на сегодняшний день вся та работа, которая проводится в нашей республике, дает определенные плоды. Дальше я хотел бы рассказать о национальных культурных объединениях, которые тоже ограничивают употребление алкоголя по религиозным принадлежности, да, вот, например, те, кто придерживается ислам, они тоже отказываются от употребления алкоголя. Алкоголь является первой ступенькой употребления и других наркотиков, более сильных. Поэтому то, что человек начал употреблять алкоголь, это, как говорится, мина замедленного действия, и бизнес, который рушит здоровье населения, нам как раз на них надо очень сильно повлиять, чтобы сохранить здоровье нашего населения. Мы должны уменьшить продажу алкоголя. И Султан Султанович еще раз подчеркнул о том, что будут добиваться полного запрета продажи электронных сигарет, потому что электронные сигареты все равно содержат никотин, и она очень вредна для здоровья. Так, ну на сегодня у меня на этом все. Значит, придерживайтесь трезвого, здорового образа жизни, берегите свое здоровье и здоровье своих детей, своей семьи. Спасибо.